Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Дорогие мои зрители, всех вас сердечно благодарю за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку, за ваши просмотры. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас. А тема звучит так: кто ворвется в вашу жизнь, вашу личную жизнь до конца месяца. Загадайте, пожалуйста, на себя. Постарайтесь ни о ком не думать. Просто спросите за себя, да, вот кто, кого мне ждать, да, кто ворвется в мою жизнь. И давайте вместе посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, ну крылья бабочки тут вышли. Красиво. Это про влюбленность. Это про это пресловутое ощущение, да, вот бабочки в животе. Смотрите, я вижу, что вы будете испытывать это чувство. И я вижу, что человечек, который ворвется в вашу жизнь, будет настолько ярко за вами ухаживать, настолько он вас прям окружит своим вниманием, своей заботой, своим каким-то, не знаю, темпераментом, да, что у вас прям эти бабочки в животе и появятся. Девочки, сразу, смотрите, по этой огромной букве «Д» мужчину будут звать на букву «Д», либо фамилия будет на букву «Д». А может, у него прозвище есть, да, и оно будет на букву «Д». Вот, так что с именем сразу мы с вами определились, да, с инициалами, либо фамилией мы определились на букву «Д». Кстати, у кого-то отыграется, что может быть вместе на букву «Д» у вас произойдет встреча либо знакомство с этим человеком. Человека вы не знаете. Человека нет ни в голове, ни в глазах. То есть совершенно вам незнакомая личность. Но при этом не исключено, что этот человек уже вас заприметил. Так? Уже он вас где-то там считал, просмотрел, думает: ой, какая женщина, надо к ней подойти, надо с ней познакомиться. Вообще будет такое ощущение, что он вас раньше видел, либо, может быть, ваш образ, он какой-то волшебный, ему покажется, что вы где-то раньше встречались. Такое тоже может быть. Так, где же произойдет ваша встреча? В каком-то совершенно неожиданном месте. Абсолютно неожиданное место, причем не предназначенное для романтики, не предназначенное для знакомств. Может быть, это очередь в супермаркете, может быть, это парковка, может быть, это транспорт. Да, вы будете ехать куда-то, да, и встретитесь, познакомитесь. Может быть, даже какая-нибудь поликлиника, либо госслужба. Там будет много людей, вас будет окружать очень много людей. И вот произойдет у вас встреча. Причем мужчина сам к вам подойдет. Подойдет с каким-то вопросом, либо с каким-то приветом, либо с какой-то, может быть, даже, знаете, как помочь вам захочет, да, что-то для вас сделать. Сразу хочу сказать, что мужчину вы не станете воспринимать, либо отмахнетесь, скажете, даже не рассматривать его не станете. Но мужчину это не смутит. Я вижу, что мужчина прям возьмет вас сразу в обороты. То есть сразу на вас обрушится вся его харизма, весь спектр там, как мужских уловок, да, может быть, не совсем, например, деликатных, либо, может быть, вообще к этому не привыкли, да, что мужчины так прям в наглую, как говорится, пристают. У кого-то из вас отыграется, что вы немножко будете в шоке, а кто-то даже будет расстроен. Да? Ну, опять же, место неудобное, не предназначенное для знакомств, вы романтически не настроены. И тут какой-то мужчина начинает, значит, за вами там ухаживать, да? Либо там вести себя, как этот павлин, хвост свой раскрыл и давай танцевать вокруг вас. Может быть, даже как-то будет неприятно, да? Либо вы так скажете: фу, какая гадость, да? Что ты ко мне пристал? Ты видишь, что я не готова, что я не настроена, да? Иди своей дорогой. И чем больше вы будете его так буцать, отгонять от себя, тем больше вы будете его распалять. Значит, он вплоть до того, что пойдет за вами.
по вашим следам пойдет. И пока вы, например, не дадите ему свой номер телефона, либо не согласитесь с ним сходить, например, выпить чашечку кофе, он от вас не отстанет. И даже если вы дама замужняя, да, и у вас есть кольцо, это все равно его не отпугнет. Уж слишком сильно вы ему понравитесь. Уж слишком сильно он почувствует влечение к вам, да, такой интерес, влечение, как зациклится даже на вас. Кстати, для мужчины это будет впервые. Впервые вот так нагло ухаживать за женщиной, либо впервые почувствовать такие сильные эмоции, такое сильное влечение к совершенно незнакомой женщине. Но, тем не менее, смотрите, как, да, любовь, либо как увлеченность его подтолкнет к вам. Вижу, что вы от него будете отмахиваться. Вот, особенно вот в первую эту встречу. Прям будете что-то делать, чтобы поскорее от него избавиться. Может быть, даже и телефон ему свой дадите. Либо в свои социальные сети скажете: ладно, потом я его заблокирую. Да? Пусть только попробует позвонить, я его потом заблокирую. Но, девочки, он настолько вам симпатичный, под конец вашей встречи покажется. Какие-то глаза у него необычные. Такие прям открытые-открытые, чистые-чистые. И как у ребенка. Вот у наивного ребенка, вот взгляните в его глаза и скажете: ой, а что-то в нем есть, да? Вот, чем-то он меня подкупает. Вам он к концу встречи уже даже где-то начнет нравиться. Ну, по крайней мере, симпатизировать вы ему точно станете. Так, кто этот человек? Это человек, у кого сейчас в жизни есть какие-то сложности. Сложности, трудности, может быть, даже какой-то поворотный этап в жизни, да, когда человек с одного этапа переходит на другой этап. Либо когда его жизнь полностью диаметрально, да, разворачивается и идет в другом направлении. Человек в кризисе, либо в момент выхода из этого кризиса. Да, у кого-то так отыграется, у кого-то по-другому. Вы этому мужчине придадите как будто бы смысл двигаться дальше. Может быть, в какой-то момент он осознал, что жизнь пустая, да, что ему там нечего делать, негде себя применить. Может быть, он с какими-то трудностями борется. И тут он увидит вас, вы ему очень понравитесь, он вами вдохновится, и это будет сильнейший стимул для него. Да, конечно, он вам все про себя не расскажет. И тем более, если у него там какие-то кризисные ситуации, тем более, что он это рассказывать не будет. Но, тем не менее, девчонки, он будет настолько вами восхищен, настолько он будет под этим вашим магнетизмом, притяжением, что он будет творить чудеса. Так что, мои хорошие, немножко такой вам мужчинка идет помятой жизнью, назовем мягко так. Но вы этого не пугайтесь. Ведь у всех у нас бывают такие периоды, когда мы, как говорится, на коне, либо когда мы под конем, да, у всех это бывает, никто от этого не застрахован. И если мы посмотрим на богатых и очень удачливых людей, то в их биографии обязательно найдутся такие моменты, когда человек, например, там, испытал разочарование, либо банкротство, либо какие-то большие неприятности. У всех это бывает. Идеальной жизни ни у кого нет. И идеально какого-то там ровного успеха там, от рождения и до определенного периода такого тоже не бывает. Да, у всех есть спады, у всех есть пиковые значения. Да, мужчинка в спаде будет. Да, он может быть где-то в чем-то даже потерянно будет выглядеть, либо вести себя. Может быть, денег у него не будет. Да, у каждого по-своему отыграется. Но вы на это внимание не обращаете. Знаете, что у этого мужчины очень крутой потенциал. У этого мужчины в голове корона. То есть ему по судьбе эту корону примерить. Даже не просто примерить, носить. Да? Носить. Сначала он ее примерит, потом ее будет носить. То есть со временем, у кого-то раньше, у кого-то позже, этот мужчина будет коронованной особой. Обычно коронованными у меня отыгрываются очень крутые бизнесмены, либо даже какие-то вот прям чиновники там, высшего ранга. Да? То есть человеку по судьбе добиться вот именно таких высот. Из негативного. Негативной чертой этого человека является то, что он немножко какой-то несобранный, либо неряшливый даже, может быть, либо в момент, когда вы встретитесь, он такой. У него как-то выборочно работает мозг. То есть, например, то, что ему нравится, либо то, чем он увлечен, он как бы там все у него идеально, все классно, все по полочкам. А, например, какие-то домашние вопросы, он просто может там рукой махнуть,
да, и не обращает на это внимания. Скорее всего, дома у него там полный кавардак, то есть он там не убирается, может быть, там не всегда, ну, собирает там постель, да, не всегда он моет посуду. Может быть, вообще не приспособлен к такой самостоятельной жизни, либо мало на это внимание обращает, да, там, питается на фастфудах, либо, может быть, у мамы питается, да, не очень следит за этим. Второй момент – это его друзья. Мне не нравятся его друзья, либо мне не нравятся те люди, которые его окружают. Возможно, люди, которые им пользуются, возможно, люди, которые занимаются в чистом виде абьюзом. А он им верит, он их любит, либо он считает, что так и должно быть. Да, может быть, они там постоянно деньги у него просят, а он их постоянно дает. И не просит обратно. Да, не в долг, а просто так дает. Тоже неприятный момент. И еще одна негативная черта. Ну, она как, знаете, 50 на 50. Кому-то покажется, что это нормально, но я считаю, что это все-таки, наверное, негативное, потому что в левой стороне показали. Человек очень сильно привязан к своей родне. Будь то родители, будь то братья, будь то сестры, будь то какие-нибудь там дальние родственники. У него какое-то завышенное чувство долга. Если этот мужчина, например, был в браке и осталась какая-то бывшая, даже если детей нет, ну просто бывшая женщина, он тоже считает себя обязанным. Вот по первому там звоночку, по первому требованию он может бросить все и побежать туда. Ну типа, это же человек когда-то был частью моей жизни, да, теперь я как бы обязан всегда быть рядом, там, помогать, поддерживать, там, обеспечивать. Знаю, что он там обязан. Ну, вот вас это тоже будет смущать. Это неправильно. Это неправильно. Да, ты можешь помогать своим близким, особенно если это члены твоей семьи. Если это, например, дети от предыдущего брака. Да, ты можешь помогать своей бывшей женщине, либо девушке, но на все есть рамки, на все есть какой-то здравый смысл. А вот так все бросать и бежать, да еще по первому звоночку, ну это какой-то зашквар. Вы меня простите, но, во-первых, и я так считаю, во-вторых, это в левой стороне вышло. Значит, все-таки будут там какие-то моменты, которые будут вас очень напрягать. Девочки, мужчина, как только получит ваш номер телефона, либо ваши социальные сети, его уже будет не остановить. Сразу на вас обрушится шквал, там, не знаю, переписки, бесконечные телефонные разговоры, либо разговоры по мессенджеру. Вы просто туда с головой идете. Головой. Плюс еще вижу такой момент, что у вас есть проблема, а этот человек может ее решить. Либо он обладает информацией, либо он обладает связями, которые помогут вам решить эту проблему. Здесь он, знаете, как на два крючка вас подцепит. С одной стороны, он вам интересным персонажем покажется, а с другой стороны, действительно, он может вам помочь, либо помочь вашей ситуации. Зачем этот человек идет в вашу жизнь? Для того, чтобы вас отвлечь. Отвлечь от каких-то грустных мыслей и от каких-то переживаний. Вы, девочки, похожи в данный период времени на такую немножко потухшую звезду. Вы от природы звезда. А звезды, они ведь яркие, да, они нам светят. Они нас радуют своей красотой, своим вот этим мерцанием на небе. А вы почему-то сейчас немножко потухли. Понятно, что вы все разные, понятно, что у каждой своя история. Кто-то несчастлив с мужем, у кого-то серьезные финансовые проблемы, у кого-то проблемы с детьми, у кого-то в принципе по жизни проблемы, да, по здоровью могут быть проблемы. Вы немножечко так потухли. Этот мужчинка вас заставит мерцать. По крайней мере, глаза у вас светиться на него точно будут. Либо после него, у кого как отыграется. А для этого идет. Он идет вам как таблеточка, либо как палочка-выручалочка, которая поможет в данный период времени, в нужный период времени. Судьба вам просто его дает. Дает, говорит, бери, пользуйся. Да, пусть он тебя развеселит. Ты, царевна Несмеяна, да, пусть этот человек тебя рассмешит, развеселит. Ты начнешь опять светить, как ты раньше светила. Придаст тебе силы, придаст тебе уверенности в себе, окажет тебе нужную помощь. Вот для этого он идет. Вы же для него идете роковой женщиной. Да? Женщина, которую он никогда не забудет. Женщина, которая даст ему, задаст для него такую прям планку. Да, планку. Вы ведь на фоне других женщин просто недосягаемы.
какой-то абсолют, какая-то крутизна, я даже не знаю, какое слово подобрать, чтобы это описать. На вас вроде посмотришь, ну, женщина, обычная женщина, но если с вами поговорить, если с вами поближе познакомиться, вы само очарование. Вы настолько волшебная, какая-то магия в вас присутствует. Понятно, что в каждой девочке своя магия, но тем не менее, люди, которые вас знают, особенно близко знают, поверьте, вот если спросить, как один, будут говорить, что вы явно обладаете какой-то магией. Какое-то волшебство от вас постоянно ощущается. Так. Что из этого всего получится? Но опять же, девочки, вы все разные, абсолютно разные. С этим мужчиной вам судьба дает карт-бланш. То есть, что вы решите, то и будет. Что вы для себя выберете, то вы в итоге и получите. Каких-то блоков, запретов, даже если вы не свободная женщина, либо да, там, занятая, может быть, у вас парень есть, ничего не будет. Ничего не будет. Будет только так, как вы захотите. Захотите уйти от мужа к этому мужчине, уйдете. Захотите бросить любимого, возлюбленного, жениха, да. Но если вы захотите бросить, наверное, тоже будет не любимый, просто будет жених. Если захотите бросить жениха, пожалуйста. Захотите с ним семью создать, создавайте. Да? Вот все вот как вы решите. Меня, конечно, очень смущает самая главная картинка, которая у нас в венце находится. Здесь в венце немножко обиженный вот этот парень, да, мужчина, который идет, он, правда, немножко обиженный, он спиной к вам сидит, но при этом голова его повернута в вашу сторону, то есть он все надеется. А вдруг она все-таки передумает, да, а вдруг она все-таки меня к себе позовет. А вы стоите, смотрите в правую сторону, а в руках у вас, смотрите, какая прекрасная птица сидит. Птица, ну по птице это какое-то новое начинание, какая-то новая возможность, а у кого-то даже отыграется и серьезное предложение, либо серьезное приглашение. Гигантская птица сидит у вас на руке, причем, смотрите, рука-то правая, да, и все идет, как вы, например, захотите, как вы спланировали, как вы мечтали. На вашу пользу это идет. Девчонки, ну могу предположить, что мужчина свою миссию, скажем так, выполнит, вас отвлечет, развлечет, подарит вам этот лоск, да, вы опять будете сиять, и в вашей жизни действительно произойдет какая-то очень крутая перемена в плане вот своей реализации, может быть, работы, карьеры, опять же, у кого-то переезда. И вы выберете именно самореализацию, саморазвитие. А с этим мужчиной вы, в принципе, ну, я не знаю, в дружеских каких-то отношениях, скорее всего, останетесь. Потому что птицы, скорее всего, будет какая-то переписка, либо какие-то созвоны, перезвоны с этим человеком. Но мы ведь смотрим до конца месяца, правильно? Правильно. А кто его знает, что у вас там будет в октябре, в ноябре, в декабре? Да? Но я так понимаю, что его немножко будет обижать то, что вы больше занимаетесь собой, да, чем, например, вашими отношениями. Мои хорошие, как бы там ни было, этот мужчина идет вовремя. Вот действительно вовремя. Вам нужно это свежее дыхание, вам нужна эта отдушина, да, вам нужно развлекаться, вам нужно опять поверить в себя, в свои женские чары, в то, что вы неотразимы. Да, вот немножечко он вас так расшевелит, растормошит. И жить захочется, и блистать захочется, и действовать вам тоже захочется. Мужчина идет с целью, да, у него есть миссия, поэтому он заходит в вашу жизнь. Когда произойдет ваше знакомство? Да, в самые ближайшие дни оно произойдет, потому что даже из корня рисунка вышло его имя. В самые ближайшие дни произойдет это знакомство. Может быть сегодня, может быть завтра, а может быть и в течение там нескольких дней. Но вы с ним точно познакомитесь. Вы сразу его узнаете, потому что мужчина будет вести себя именно так, как я сказала. Да? Он будет идти напором на вас, знакомиться с вами, не отпускать вас от себя и, конечно же, добиваться вашего внимания. Мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.